Ну что ж, на календаре 32 марта, которое является 1 апреля, дорогие друзья. День смеха наступил, день шутки, юмора. Ну, раньше, конечно, называлось это все Днем дурака, в том числе. Почему так называлось, мы об этом сегодня узнаем. Но такой внезапный врыв нашего утра начинается именно потому, что день радости сегодня должен быть везде повсеместно, с улыбкой на лице и со смехом с каждого угла. А в целом же это до сих пор «Утро Якутии» на канале Якутия-24. Ну и мы, конечно, желаем вам в первую очередь сегодня прекрасного настроения. Если шутка Паши Танина вам уже понравилась, я думаю, улыбка на лице у вас уже появилась. Ну и сегодня, как всегда, наш эфир будет не только веселым, но и насыщенным. Сегодня будут интересные гости. Поговорим мы на актуальные темы, последние новости, полезные рубрики. В общем, оставайтесь с нами в ближайший час. Да, все это будет обязательно. Ну а по традиции, конечно же, стоит узнать, пошутит ли сегодня над нами погода или нет, что там за окном происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. В Заречной группе 15,2 градуса ниже 0. В южных до минус 7. Вилюйская 6 градусов, Нижнеленских 9,6 со знаком минус, в западных плюс 2. В Колыме-Нигирской группе Улусов 35 градусов мороза, в Янских 27,7 ниже 0. На северо-западе до минус 27. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем облачно, небольшой снег, ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 0. Ну да. Да. 0. 0. Шутка ли? Не шутка. Не шутка, до 0 градусов. Ну, дождались, вот как-то вчера еще были вот последние холода ночные, как будто бы, и вот апрель начинается вот с такой погоды, действительно весенней, по-настоящему, даже ночная температура в районе минус 10 градусов, в 6 утра, такого мы еще не видели, как будто бы. Как будто бы. Ну, в этом году. Ну, а мы продолжаем наши утренние эфиры. По традиции, раз в неделю мы стараемся... Мы вспоминаем, что есть телефон. Да, есть телефоны, и они у нас работают. И, собственно, в течение эфира мы стараемся позвонить и поговорить на какую-то актуальную тему с нашим экспертом. Итак, сегодня мы поговорим на бесплатное и общедоступное образование для детей. Да, ну неспроста, потому что 1 апреля это все-таки день, когда начинается в период подачи заявок на вступление в 1 класс. Ну, прям сегодня это все стартует. Почему именно 1 апреля? Ну, календарно так удобнее. Никакой, вот, наверное, здесь какой-то иронии, я думаю, нет, что в день шутки и смеха это происходит. Тем не менее, да, каждый ребенок имеет право на бесплатное и общедоступное образование. Однако, на практике возникают ситуации, когда школа отказывает в приеме, даже если ребенок проживает на закрепленной территории, а все из-за того, что, в школе элементарно, недостаточно мест, и количество желающих, оно, естественно, больше. В таком случае ребенка отправляют учиться в школу, которая находится далеко от дома. Сегодня эту тему мы обсудим с председателем комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты Республики Саха-Якутия Юрием Семеновым. Доброе утро, Юрий. Доброе утро. Здравствуйте. Для начала мы желаем вам прекрасного утреннего настроения. Ну и хотелось бы обсудить такие актуальные темы, да. Действительно, каков порядок действий родителя в таком случае, да, если вдруг нас отправляют в другую школу, которая находится достаточно далеко? Есть ли шанс какой-то обжаловать это решение? Спасибо большое за пожелания. Я тоже всем желаю доброго, хорошего дня. Но прежде всего, надо сказать, что сегодня начинается кампания в приемы в 1 класс, поэтому этот вопрос, безусловно, очень актуальный. И также надо сказать, что все образовательные организации, школы, я имею в виду в Российской Федерации, безусловно, действуют на основании федерального закона об образовании, где в части 3 статьи 67 очень четко регламентированы правила приема в школу. Поэтому здесь никаких фантазий быть не может. Если вас не приняли только по одной причине, что не хватает мест, безусловно, вы должны прежде всего обратиться в управление образования соответствующего городского округа, либо муниципального района, и вас обязательно куда-нибудь устроят. Я понимаю, что есть много школ, много учителей, куда непосредственно хотят
поступить дети, понимая, что есть престижные школы, так называемые, благодаря тому, что там работают те или иные именитые учителя, и поэтому туда попасть невозможно. У нас по Санпину определено, что на каждого ученика должно быть 2,5 квадратных метра, но, к сожалению, все не могут попасть в ту или иную школу, поэтому переполненность школ бывает очень большая, и нельзя забывать, что есть льготные категории учащихся, это работники детей, чьи родители работают в правоохранительных органах, таможне, федеральной службе безопасности и так далее, и они попадают в первоочередную категорию, а потом идут дети, которые братья и сестры учатся, а потом только все остальные, и при этом нельзя забывать, что там кто раньше подал заявление, тот идет впереди тех, кто подал позже, и только потом идут те, которые по наличию мест. И поэтому здесь вы прежде всего не должны бояться, что вы останетесь без школы, потому что и на практике такого никогда не было. Управление образования, это большая проблема прежде всего города Якутска, всегда находит место. Конечно же, мы понимаем, что не всегда бывает, что по месту проживания, потому что, особенно в центральной части города, таких школ очень много, забитых по простому слову, да, но надо сказать, что обращаться надо только в управление образования города Якутск, если это города Якутск, или соответствующей территории. Вам всегда найдут соответствующее место. Это вот вопрос еще такой, да, вот касательно, что, понятно, в центральной части города переполненность школ, это вопрос вообще наболевший, и не первый год поднимается. Тем не менее, какие-то меры вот в течение последних лет предпринимались ли для того, чтобы решить проблему нехватки мест, именно хотя бы вот, чтобы дети как это говорится, да, по району учились? Конечно, вообще надо сказать, что за последние... единственная мера – это строительство новых школ и строительство пристроев. Вы, наверное, видите, что за последние годы вообще построено рекордное количество школ на территории Якутска и пристроев. Это принципиальная позиция Арсения Сергеевича, он и бывший мэр города Якутска, поэтому он прекрасно это понимает. Я назову, наверное, те цифры, что за последние 5 лет в Якутске построено 7 школ и несколько пристроев, в том числе мы с вами знаем, что в районе Прометей открыли на сегодняшний день одну из самых больших школ в Якутии. В ДСК в этом году откроется на 990 мест, это уже будет самая большая школа. При этом рядом же на микрорайоне Воин также будет открыт и детский сад, и новая школа пройдет на проспекте Ленина 1. Вы знаете, школа на проспекте, Ленина, школа номер 1 в ноябре 2024 года тоже ПСД очень хорошо прошло согласование, там тоже строится. В Хатасской школе открыли пристрой, в школе номер 26 открыли пристрой в 2026 году. В этом году также будет строительство пристроек в школе номер 17. Поэтому эта проблема решается системно. Понятно, что взять и построить очень быстро школы, пристрои в большом количестве, это просто физически невозможно. Но потихонечку, планомерно этот проект решается. И вы знаете, что согласно мастер-плану города Якутск, до 30 года будет построено 12 школ на территории города Якутск до 2030 года. Дай бог, чтобы этот мастер-план был реализован, по крайней мере, президентом страны, он утвержден, и мы очень верим и очень надеемся и ждем, что он будет реализован. Но надо сказать, что город очень быстро развивается, население увеличивается, и здесь, конечно, темпы очень-очень большие. Подскажите, пожалуйста, а куда же следует обращаться для защиты права ребенка в образовании, вообще, если вдруг сложилась какая-то очень сложная ситуация? Потому что родители действительно начинают писать во все возможные инстанции. Но, возможно, это сделать проще как-то? Да, уважаемым родителям надо прежде всего понять, что есть орган управления образованием в городе Якутске, возглавляет Мария Петровна Петрова, очень компетентный руководитель. Надо обращаться именно туда. А иначе, я не помню, чтобы было такое, что по решению прокуратуры либо какого-то органа взяли ребенка. Нет, всегда управление образования
решает эти вопросы, потому что это конституционные права, и не может быть такого, чтобы вашего ребенка не устроили в школу. Понимаем, единственное, что не все могут попасть в желаемую школу. Например, вот все, может быть, хотят в Якутскую городскую национальную школу попасть, либо все в городскую классическую гимназию и так далее. Просто потому, что там физически не хватает мест, потому что директор очень четко руководствуется федеральным законом образования, правилами приема, установленными Министерством просвещения Российской Федерации, санитарными нормами, где на каждого ребенка 2,5 квадратных метров в классе должно быть. Но тем не менее, и это, конечно, в какой-то степени нарушается, потому что детей очень много, и директора каждый год получают определенные санкции, штрафы, потому что они вынуждены по тому же решению учредителя, часто бывает не только в Якутске, но и в России, открывать дополнительные места. Поэтому здесь переживать не надо. Единственное, держать на пульсе, вовремя подать заявление через государственные услуги, если мы говорим, что это поступление в первый класс, но необходимо отметить, что во все другие классы прием осуществляется в течение года. Это только в первые классы с 1 апреля по 30 июня. А во все остальные классы переходы в школы и так далее могут осуществляться в течение года. Но надо понимать, что есть так называемые профильные классы, специальные, где устраиваются дополнительные экзамены, приемы в классы. Это обычно в 5, 7, 8 классы, в начальных классах подобного нету, то там, конечно, школа имеет право дополнительно устанавливать определенные тестирования и так далее. Но в целом и в общем всегда вопрос решается без паники. Надо всегда подходить и решать вопрос с управлением образования. Если в Якутске, то это город Якутск. Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня мы обсудили очень важную тему. Это поступление в первый класс и сдача документов. Ну, я думаю, что действительно с каждым годом эта ситуация будет разрешаться все проще и проще. Ну, а родителям напоминаем, если вдруг вы счастливые, так сказать, мамочка и папочка первоклассников, позаботьтесь о том, чтобы вовремя все самое главное сдать. Правильно? Подать заявление через госуслуги. Ну а мы движемся далее. Сегодня 1 апреля в России и во многих странах, как мы уже сказали, отмечается День смеха. Официальной версии возникновения Дня смеха не существует. Так, например, итальянцы считают, что появление Дня смеха связано с праздником глупых, который отмечался еще в Древнем Риме в конце зимы. В Ирландии полагают, что праздник появился во времена древних кельтов. Предки современных ирландцев отмечали его именно 1 апреля, а все шутки и розыгрыши посвящались богу смеха. В средние века в Западной Европе Новый год отмечался в конце марта, а финалом праздничной недели было 1 апреля. С переходом на григорианский календарь Новый год стал выпадать на 1 января. А тех, кто по привычке продолжал отмечать его в марте и в начале апреля, стали называть апрельскими дураками. Из-за этого и зародилась привычка подразнивать и разыгрывать сначала дураков, а потом уже всех вокруг. Ну и к нашей стране перейдем. В России традицию отмечать 1 апреля завезли приглашенные иностранцы. Историки отмечают, что в России День смеха начали праздновать во времена правления Петра I. В период правления императора произошел первый масштабный первоапрельский розыгрыш. Так, в 1703 году иностранные артисты должны были дать представление, билеты на которые были раскуплены задолго до начала. Однако в день постановки зрители увидели на сцене лишь большой плакат с надписью «1 апрель, никому не верь». Вот такой вот розыгрыш был, ты представляешь? То есть ты купил билет, пришел, а там просто плакат висит. Да. 1 апреля никому не верь. Поэтому повелась традиция, конечно же, не покупать никакие билеты на спектакли, кинопоказы и концерты, которые 1 апреля пройдут. Ну, может быть, сейчас что-то изменилось, но я старовер, я не беру на 1 апреля. Интересно, а сегодня кто-либо вообще отмечает подобный праздник и как они это делают? Давайте узнаем у жителей и гостей нашей столицы. Девушка, у вас спина белая. Где? Это была шутка с 1 апреля. Сегодня отмечается 1 апреля, День смеха. Его также называют Днем дурака. В этот день принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Давайте поинтересуемся у наших горожан, отмечают ли они этот праздник и актуален ли этот день вообще. Отмечаете ли вы 1 апреля?
Нет. Последний раз, наверное, в студенчестве. Ну, когда было дело на работе, конечно, отмечали, потому что приходили люди с разными шутками, с подколами, приколами, поэтому как бы да. Однажды, короче, мне мама купила Орео, и она положила вместо крема или положила туда зубную пасту. У меня потом весь рот был белый. Это в основном, когда мы учились, директору всегда отправляли. Так разыгрывали. Нет, не праздную. Это уже давно уже. Советского Союза брать идут. Играют много раз. Уроки отменены. Типа того будет. Надо мной шутят, прикалываются друзья, например, как она. Каких только шуток вообще, в принципе, не придумают в этот день. Ну, а помнишь ли ты какие-нибудь, допустим, глобальные, ну, не связанные с тем плакатом в 1700 году? Ну, мне нравятся немножко как бы не сами розыгрыши, а я помню, все знают, да, знаменитый сериал по книгам Мартина, да, про игру, так сказать, разных домов княжеских, скажем так. И они в День смеха, потому что в Англии это День красного носа называют или что-то такое, они собирали весь актерский состав и делали с ними небольшие скетчи, как будто бы там что-то было связано. Уже в подробностях не помню, но это было глобально, классно и, ну, как бы весело. Смешно-то было? Ну, смешно, конечно, там смешные моменты обязательно присутствовали. Ну вот, например, в 1957 году британская вещательная корпорация запустила в эфир репортаж о том, что в Швейцарии на полях собирают урожай макарон. И тогда купились миллионы. Ну вот, кстати, опять же, я сказал про Англию, да, Британия. Видимо, у них там уже на поток поставлены массовые розыгрыши. Я просто не представляю. Ну вот, допустим, включил телевизор и говорят, что собирают с полей тонны макарон. Вот, Да. и как? И ты бы поверила? Ну, это какой год-то был, слава богу, 57-й, и мы же понимаем, что тогда доступности информации такой не было. Я более чем уверен, что просто Люди за думали, счет- что макароны растут на что полях. могла быть вероятность такая, что человек может спокойно поверить, что на полях могут расти макароны. Это сегодня мы можем любую информацию проверить в любой момент. Но не знаю, какие шутки, ты думаешь, они с годами все-таки меняются, да? Ну, совершенствуются, мне Совершенствуются, кажется, да. подстраиваются Ну под вот, современные течения. В нашей постоянной рубрике «Книжная полка» сегодня тоже шутят. Говорят, ты занимаешься стендапом? Я постараюсь, хочу себя попробовать. Ну вот смотри, есть такая шутка. Родители Николая считают, что шутка, повторенная дважды, лучше, поэтому у Николая есть брат. Николай. Нет, нет, Николай, другой. А к чему это я? К тому, что у меня есть замечательная книжка, которая называется «Как написать стендап. Рабочая тетрадь для идеальных выступлений» от Джина Пире. Это отличное пособие для тех, кто хочет попробовать себя в стендапе, в комедии или просто улучшить свои навыки публичных выступлений. Вы научитесь работать со словом, с темой, с монологом, с сюжетом. Вы научитесь планировать и анализировать тексты и строить целые сюжеты. В этой книге нет воды. Каждая глава – это новый урок, посвященный определенному аспекту или приему. Джин Пире в этой книге научит вас понимать и чувствовать реакцию зрителей и адаптироваться при любой аудитории, перед которой он выступает. Также он расскажет об этикете юмора, что очень важно, где проходят границы между смешным и неуместным. Ну и для кого же эта книга? Я думаю, что эта книга будет полезна одинаково как и новичкам, так и тем, кто уже выступает на сцене, но все-таки ищет пути самосовершенствования. Также эта книга будет интересна всем любителям юмора. Если вам интересно, как строятся шутки, как они создаются, то с помощью этой книги вы сможете в этом разобраться. Ну и для тех, кто боится сцены, прочитав эту книгу, вы научитесь увереннее выступать перед любой публикой. Ну, сегодня вообще день не только про смех. По народной примете сны в ночь на 1 апреля часто сбываются на 3-й день. Вот вспоминаем, что сегодня вам снилось, ждем 3 дня. 3 дня И проверяем, работает или нет. А какими еще событиями отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 1 апреля. Сегодня День смеха. Международный день птиц. По народному календарю Дарья Грязная. Грязной Дарью на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Это день в истории. В 1748 году, 1 апреля, начались раскопки древнеримского города Помпеи. Этот день также считается днем рождения доллара.
В 1924 году, 1 апреля, вышло постановление ЕЦИК об отделении хатонов от юрт. В 1930 году, после премьеры фильма «Голубой ангел», взошла звезда Марлен Дитрих. В 1938 году в этот день положено начало широкому распространению растворимого кофе. В этот день родились Уильям Гарвей, английский врач, физиолог и эмбриолог. Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы. Отто фон Бисмарк, германский государственный деятель. Иларион Прянишников, русский художник, педагог. Рихманд Зигманди, австрийско-немецкий химик, нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья. О датах и событиях этого дня мы узнали, а теперь давайте узнаем, что же произошло за последние сутки на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Россия и США начали обсуждать проекты, связанные с редкоземельными металлами, сообщил газете «Известия» Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Дмитриев подчеркнул важность этой сферы для сотрудничества и отметил, что дискуссии о различных проектах в России уже начались. По его словам, некоторые американские компании проявили интерес к участию в этих проектах. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с мэром Якутска Евгением Григорьевым. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития столицы республики, в том числе реализация мастер-плана, санитарная очистка города и меры поддержки участников СВО и многодетных семей. Айсен Николаев поручил усилить работу по уборке снега. В свою очередь глава города доложил о ходе реализации мастер-плана Якутска, который предусматривает развитие городской инфраструктуры, строительство социальных объектов и повышение качества муниципальных услуг. Также было отмечено, что с 1 апреля начинается запись детей в 1 класс. С наступлением тепла коммунальные службы Якутска приступили к расчистке снега в интенсивном режиме, чтобы предотвратить появление слякоти и наледей. Специалисты Якутдорстроя убирают улицы и тротуары. А за чистотой в дворах многоквартирных домов следят управляющие компании. Только за прошедшую неделю на городской полигон вывезли более 50 тысяч кубометров снега. С 14 октября по 31 марта вывезено более 482 тысяч кубометров снега. Это на данный момент является 74% от всего снежного полигона. Якутдорстрой вывез более 233 тысяч кубометров снега, а сторонние подрядчики у нас вывезли 248 тысяч кубометров снега. Работы будут вестись у нас до конца апреля. Работает именно от Якутдорстроя более 40 единиц техники на данный момент. Весенняя гололедица стала причиной резкого роста обращений в травматологические пункты Якутии. Только в травмпункте республиканской больницы номер 2 ежедневно фиксируется более 120 пострадавших, большинство из которых получили травмы из-за падения на скользких улицах. Неудобная обувь также усугубляет ситуацию. Кроме того, участились травмы, полученные во время катания на горках и катках, переломы, ушибы, растяжения связок голеностопа и повреждения мягких тканей. Проходит на прием, осмотр, сбор анамнеза, жалоб, клинический осмотр. Потом, если есть показания, направляем на рентген. После рентгена уже выставляем диагноз и назначаем лечение. Либо это амбулаторное, либо направляем в стационар. Статистика с прошлого года, в этом году больше обращений. Ушибы, растяжения, переломы верхних, нижних конечностей позвоночника, шейного отдела. В арт-галерее «Ургел» развернулась персональная выставка молодого и талантливого скульптора малой пластики Алексея Федосеева «Айтын». Это стало знаковым событием, представившим широкой публике уникальный взгляд самобытного художника, ранее остававшегося в тени. На выставке представлено 15 работ, в которых переплетаются вековые традиции и смелые современные интерпретации. Ключевыми образами его художественного поиска становятся якутские животные,
животные, занимающие особое место в богатой культуре народа Саха, представая перед зрителями в качестве многогранных символов. На самом деле он давно здесь родился, вырос, в Намцах, работает давно и знаком с многими художниками. Его друзья – это очень известные наши художники, например, Иннокентий Корякин, это еще с детства они знакомы. И тем не менее Алексей очень скромный человек, он никогда нигде не выставлял свои работы. Вот тем и интересен. Сегодня он сделал такую выставку, которая, в общем-то, всех очень удивила. В эти дни Якутия отмечает важное событие – неделю здоровья матери и ребенка, приуроченную ко Дню неонатолога. Забота о самых маленьких жителях республики – это особая миссия, в которой соединяются передовые технологии и безграничная человеческая забота. И, конечно же, современная неонатология в Якутии – это высокотехнологичная помощь новорожденным, инновационные методы диагностики и бережное сопровождение с первых минут жизни. И главный герой этой истории, конечно же, врачи-неонатологи, которые первыми встречают малышей в этом мире. Сегодня у нас в гостях человек удивительной профессии. Заведующий отделением для новорожденных перинатального центра Республиканской больницы номер 1, врач высшей категории Кира Анатольевна Фомина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вопрос сразу такой, да, вот что стало тем поворотным и при этом, наверное, волшебным моментом, который, привел вас именно в эту специальность, неонатологию? Желание стать неонатологом у меня сформировалось во время учебы в студенчестве. Как-то вот отсеялись, что я не хочу заниматься взрослыми людьми. Потом я перевелась на педиатрический факультет, и там уже во время учебы как-то появилось желание заниматься детьми именно с самого начала, то есть рождения. И после окончания вуза сразу мне посчастливилось, скажем так, стать неонатологом, то есть работать в той специальности, которой я очень хотела. И до сих пор я очень люблю свою специальность, считаю, что это самая лучшая медицинская специальность. Но вот, допустим, возможно, многие телезрители даже и не знают о такой специальности, но если, допустим, они еще не столкнулись с таким прекрасным моментом, как материнство, да, мужчины многие не знают, что такие специалисты есть, ведь они в роддомах не бывают, да, вообще, как проходит рабочий день неонатолога? Рабочий день неонатолога связан каждый раз, мы сталкиваемся с рождением нового человека, да? Но после того, как ребенок родился, до момента выписки предстоит пройти ряд диагностических манипуляций, да, обучение мамы кормлению. Наша работа не только с детьми, но и с мамами. Но каждый момент с ребенком является важным, потому что все для ребенка и для мамы, если она особенно первородящая, все происходит впервые. Поэтому каждый момент – это первое прикладывание, обучение мамы прикладыванию груди, уход за ребенком, правильное пеленание. В целом, каждый момент является главным, и этим всем наполнен наш рабочий день. То есть помимо медицинской стороны вы еще такой наставник и учитель? Выполняете и такие функции, да? Да. Хорошо. А с какими особенными случаями, наверное, если можно так выразиться, чаще всего сталкиваться приходится? Поскольку я работаю в якорном перинатальном центре, да, у нас к нам направляются, идут потоки именно женщин с осложненной беременностью, с какой-то патологией у плода. Поэтому мы, конечно, довольно часто встречаемся с какими-то необычными физиологическими родами. Да? Это могут быть какие-то пороки развития у ребенка, когда требуется проведение экстренных диагностических мероприятий, высокотехнологичных. Это телемедицинские консультации с федеральными центрами. Да? И иногда нам приходится даже направлять буквально новорожденных детей в возрасте буквально несколько суток уже направлять на лечение в другие центры, да. Кира Анатольевна, а на вашей памяти самый маленький малыш весом какой был? Я могу сказать, что в нашем центре выхожен и вполне себе хорошо живет и растет человек с весом 480 грамм. Представляешь? 480 грамм. Даже по сути 2 смартфона. Да. Просто примерно, да. Поразительно. А вообще, какими золотыми правилами должны родители знать, обладать, должны быть информированы, если вдруг у них появляется маленький малыш?
Недоношенный ребенок, да? Ну, во-первых, нужно к этому отнестись с пониманием, да, что это недоношенный ребенок, это все равно такой же человечек, который нуждается вот именно в бережном выхаживании, да, вот эти все технологии у нас применяются, то есть с момента вот рождения маленького ребенка с очень маленьким весом, мы их называем экстремалы, да, то есть это дети с весом менее килограмма, сама реанимация проходит бережно, да, ребенку тут же после рождения мы вводим за щечку мамина молозиво, да, и вот когда ребенок поступает в реанимацию, он выхаживается в инкубаторе, в котором ему создается вот такое гнездо, называется, да, то есть это имитация материнской утробы матки. Ну, то есть это все новые технологии бережного выхаживания, да. И, допустим, ранее вот, поскольку у меня опыт достаточно большой, более 30 лет, как оказалось, да, я начинала, когда не было вообще реанимации новорожденных. Простите, на моих глазах появилась такая структура реанимации новорожденных. Я, конечно, там не работаю, но как бы по работе очень тесно с этим сталкиваюсь, да. И вот эти вот все технологии, выхаживание бережное, проведение вспомогательной дыхательной терапии, да, то есть сейчас детей мы как бы респираторную терапию оказываем более бережную. Тогда как начиналась только реанимация, было больше искусственной вентиляции легких, применения каких-то высоких концентраций кислорода. Да, сейчас от этого постепенно все отходит, да, и дети как бы выхаживаются гораздо лучше. Ну, а вот мы затронули тему совсем маленьких крох, да, а если говорить про богатырей, сегодня, ну вот опять же, на вашей памяти, на вашем опыте, самый крупный ребенок, это какой вес? За 4 килограмма? Ну, гораздо больше. Еще больше бывает, да, ребята? Да. Вот так вот, да, то есть, представляешь, тут полкилограмма, а здесь 4 с лишним, да? Ну, вот я хотел, кстати, говоря про технологии, спросить, то есть, да, ну вот вообще вот даже отмечается же, да, там, я забыл дату, когда День недоношенных детей и так далее. Раньше все-таки к недоношенным детям относились как-то так, ну, как-то вот звучало, может быть, страшно. Но опять же, сегодня технологии, они, ну, какой, наверное, уже вот самый такой вот максимальный, наверное, рубеж, с которого ребенка, да, спокойно можно выходить и ничего страшного не случится. Ну вот до 12 года детей начинали выхаживать веса 1 килограмм, да? А с 12 года мы перешли на стандарты, когда мы оказываем помощь уже с веса 500 грамм. И вот как бы с этого момента вот прошло уже, оказывается, больше 10 лет. Наши вот навыки, наши вот вообще техники, технологии, они каждый раз ну, как-то вот улучшаются, да? И сейчас уже дети с весом 1 килограмм, они нам кажутся уже вполне себе хорошими детьми, да. Здоровыми, да, хорошими. Просто чуть-чуть помочь надо. Да, да. Потому что раньше, наверное, там 2 килограмма уже как-то так с неуверенностью смотрели. Ну, если возьмем, наверное, 20 лет назад. Да. А вообще ваш совет молодым специалистам, выбирающим эту профессию вообще, какой? Если все-таки, ну вот сидит у нас студент, да, медицинского университета и думает, куда же мне дальше-то пойти? Ну, в принципе, медик-то он уже есть медик, да, но вот не пойти ли мне, да, в узкую специальность? Ну вот если говорить в целом о профессии неонатолог, да, то есть ну, как бы градации, есть неонатолог-реаниматолог, есть неонатолог первого этапа, да, это неонатологи, которые работают непосредственно в родзале и самые первые дни жизни с ребенком, да, и есть неонатологи второго этапа, это уже неонатологи, которые занимаются с детьми с патологией, до 28 дней жизни. То есть вообще считаю, что эта профессия на самом деле очень, ну даже милая, я бы назвала, да, несмотря на то, что она и в то же время очень сложная. Я считаю, что это ну, просто самая прекрасная специальность. На самом деле это мое глубокое убеждение. Поэтому если кто-то хочет выбрать эту специальность, то я думаю, что никогда не пожалеет в жизни, что стал неонатологом. Да, потому что видеть счастливые глаза родителей, видеть зарождение новой жизни, это тоже прекрасно, но и, конечно, помогать маленьким деткам как бы появляться на этот свет, это тоже, это великое дело, это благое дело, и мне кажется, это действительно... Способствовать этому волшебному моменту, правильно, можно так да. проще Быть сказать, свидетелем всего происходящего, это тоже такая некая благодать. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, вам хорошего дня, конечно, и успехов в дальнейших в вашей прекрасной работе. Спасибо.
Мы не перестаем говорить о том, что во многих случаях профилактические меры способны предупредить развитие заболевания или сделать их прогноз более благоприятным. Делать по утрам каждый день простые упражнения – это хорошая привычка для здоровья и долголетия. Сегодня мы сделаем зарядку вместе с ранними пташками поселка Хандага, которые в любое время года и в любую погоду занимаются скандинавской ходьбой. Берем палочки, если они у вас есть, а если нет, то можно заменить их, например, на щетку, швабру или даже черенок от лопаты. Доброе утро, Якутия! Начинаем день с нашей зарядки вместе с нами со Сканди Хандага. Поехали! Палки взяли, ноги на ширине плеч, вверх. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Палки назад, развороты в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Палки вперед в разные руки. Опять же развороты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Палки вперед. Потягушечки. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Палки вперед. Выпад правой ногой. Раз, два, три, четыре, пять. Другой ногой. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Голеностопные. Пошли. Правая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Колени. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Бедренный сустав. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Перекаты. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И другой ногой. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Занимайтесь скандинавской ходьбой. Это круто! От Сканди Хандага. Физкульт, привет! Вот, смотря на них, даже в первую очередь восхищаешься не формой, да, физической, да, и поддержанием ее, а вот именно вот этой влюбленностью, энтузиазмом вот в тем, что, чем ты занимаешься. Вот это, наверное, в жизни самое главное и даже важнее какого-то вот спортивного состояния. Ну, действительно, потому что в спортивном теле спортивный дух. И вот глядя на них, можно точно сказать, что они все супер позитивны, несмотря на то, что там на часах 7:00. И вот они вместе счастливые и довольны, занимаются любимым делом. И, соответственно, мне кажется, после получения вот этих позитивных эмоций весь день будет точно замечательно. Бодрым, да. Но вообще в целом современные пенсионеры, они все чаще являются людьми, ведущими активный образ жизни. Ну, вот, например, 59-летняя бабушка из Канады отжалась 1575 раз за час и установила
новый мировой рекорд Гиннесса среди женщин. В процессе разрешалось, конечно же, делать перерывы, но главное условие — это, конечно, отжаться больше всех за отведенное время, а поболеть за нее пришло 11 из 12 внуков. Чтобы оставаться в форме, Донна Джин Уайлд ежедневно отжимается примерно по 500 раз. И это уже ее второй мировой рекорд. Первый за стойку в планке на протяжении 4 часов 30 минут она получила недавно. Представляешь? Вот посмотри, где здесь 59 я умываю руки лет. уже, я не знаю, эти цифры, эти... Ты посмотри, где здесь бабушка 12 внуков? Так я тут дедушка, наверное, должен быть 12 внуков, учитывая, что делает вот эта женщина и Слушай, что могу сделать я 1575 раз отжаться. за час. Да там не за час, тут за всю жизнь, наверное, столько не отожмешься. Не, ну я так посчитать, наверное, 1002 за жизнь я отжался суммарно, конечно. Ой, согласитесь, здорово, когда ты и твои близкие здоровы и счастливы. Да, гармоничная жизнь вообще это внутреннее ощущение спокойствия и удовлетворения, достигаемое благодаря балансу между различными сферами существования. Это не о достижении совершенства вообще, да, а о принятии себя и окружающего мира. Но что же делать, когда порой, например, случаются некие недопонимания или разногласия? Здесь на помощь может прийти музыка, в частности, необычный музыкальный инструмент. Доброе утро, с вами рубрика «Дела семейные». И сегодня я хочу рассказать вам о музыкальном инструменте, который называется калимба. Калимба действительно музыкальный инструмент профессиональный, где можно играть мелодии, которые узнаваемы. Но расскажу вам такой лайфхак, когда вы можете играть им для того, чтобы наладить какие-то музыкальные вибрации в своей семье. Вы можете делать это парой, можете делать это с детьми. Калимба состоит из деревянной основы, и на нее прикручены такие язычки. Они настроены у нас уже. Нажимая на каждый язычок, разные звучания получаются. Это парная калимба. Ну, когда я ее покупала, я так и думала, что она парная и держится вот в таком формате для пары. Но потом я поняла, что, оказывается, можно и одной использовать такую парную калимбу, и удобно очень держать в двух руках. Вот. Что мы сделаем с этим инструментом? Имея музыкальное какое-то образование академическое, мы можем, конечно, играть мелодии, которые будут узнаваемы, но для тех, кто просто хочет узнать, какой у него ритм, можно использовать таким образом. Например, с ребенком. Можете дать ребенку задачу «повторяй за мной» и набирать, например, звуки, а ребенок будет смотреть и повторять за вами, нажимая на тот язычок, который нажимали вы. Можно делать и наоборот. Ребенок может делать звук первый, а вы за ним повторяете. И тогда он будет понимать как он ведет игру, в какое звучание он заходит, и вы, как мама, его повторяете, или как папа, да? И в паре точно так же. Вы делаете сначала вы набираете, ваш партнер за вами повторяет, потом партнер набирает, и вы за ним повторяете. И так у вас происходит сонастройка ваших музыкальных вот таких вибраций и ритмов. В общем, очень интересная техника. Я очень рекомендую попробовать калимбу. Несомненно, музыка является неотъемлемой частью жизни человека. Она есть часть человеческой души. Именно благодаря музыке человек способен расслабиться, отдохнуть, получить определенную пищу для ума. Это определенный вид искусства способен в корне поменять настроение человека. Либо развеселить его, либо опечалить, почувствовать тоску. Да, музыка — это источник самых разнообразных эмоций и чувств. И на нашем телеканале стартовал конкурс, который уже завоевал сердца наших телезрителей. На телеканале «Якутия-24» проходит интерактивный вокальный проект «Вот это да, дети». Впервые участие в конкурсе принимает юные дарования в возрасте от 10 до 14 лет, что отличает его от предыдущих сезонов, где участие принимали только взрослые. Мария Дудченко – одна из самых юных участниц проекта, и за ее плечами уже не один вокальный конкурс. Я совсем немножко волнуюсь, но все-таки это мой первый раз.
Нужно попытать свою удачу. Я сюда приехала, в принципе, и за победой, и не за победой. Педагог по вокалу Мария Валентина Шафеева рассказала, как сильно волнуется за Машу и поддерживает свою воспитанницу. Надеемся, конечно. Я думаю, что каждый участник надеется на победу. Но не знаю, посмотрим, что скажет жюри. Дети все очень талантливые. Маша сейчас 10 лет, она у меня занимается вокалом 2 года, то есть 8 лет. Ну, у нее очень хорошие данные. А кому пришла мысль прийти на проект? Мне. Я случайно увидела рекламу проекта, подала заявку на 4 человека, но по возрасту прошла только Маша. Не обошлось и без слез. Участница из города Покровска Милана Сергеева, несмотря на сильное волнение и технические неполадки, довела свое выступление до конца. Победителем районного тура, по мнению жюри, стала покровчанка Оксана Федорова. Также путем голосования зрители смогут определить еще несколько финалистов. Напомним, что в масштабном проекте принимают участие дети из городов Мирный, Алдан, Нерюнгри, Ленск и Якутск, а также отдаленные районы республики. Трансляция идет каждое воскресенье в 19 часов. Надежда Кузнецова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну что ж, прямо сейчас на очереди вновь сводка новостей от наших коллег из информационной службы, после которой мы вернемся и продолжим, поговорим с гостем в студии на тоже одну очень интересную тему. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. Приступим. Главное управление ЖКХ Якутии сообщает о завершении на 85% завоза топливно-энергетических ресурсов по втозимникам для нужд своих филиалов. Из запланированных 530 тысяч тонн топлива уже доставлено более 440 тысяч тонн. Филиалы в Жиганском, Булунском, Верхневилюйском и Алепницком районах полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Также завершена доставка угля из Кангаласского резерва, разрезы в Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский районы. Также у нас на особом контроле сейчас перевозки нефти в Момском районе, угля в Верхоянский район и нефти и газоконденсата в Оленюкский район и Ванабарский район. С этого года у нас появилось новое направление. Это автоперевозки по маршруту Джибари-Кихая-Батагай Верхоянского района. Ранее полный объем был всегда доставлялся в навигацию. С этого года у нас план перевозок 30 тысяч тонн, который на текущий момент уже выполнен. Роспотребнадзор официально признал COVID-19 сезонным респираторным заболеванием. Глава ведомства Анна Попова отметила, что, несмотря на это, предсказать влияние будущих мутаций вируса невозможно. В Роспотребнадзоре проводят исследования 98% групповых случаев заболеваний, чтобы своевременно выявлять новые угрозы. Однако, по словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии, коронавирус не стал менее опасным. Он подчеркнул, что люди продолжают умирать от COVID-19, а инфицирование приводит к временному иммунодефициту. В столице республики стартует ежегодный Кубок главы Якутии по шахматам. 31 марта аэропорт Якутска встретил делегацию участников турнира во главе с международным арбитром ФИДЕ Михаилом Крюковым. Именно он выступит главным судьей состязаний. Всего же участие в турнирах Кубка примут больше 150 шахматистов, в том числе и 8 международных гроссмейстеров. Состязания будут проходить с 31 марта по 11 апреля. В этом году в рамках Кубка состоятся сразу 3 турнира всероссийского масштаба. Кубок России по шахматам среди мужчин, Блиц и Рапид Гран-при России. Общий призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Приехали достаточно титулованные шахматисты, 2 чемпиона России, гроссмейстер Волков, гроссмейстер Лысый, вице-чемпионка мира по шахматам среди женщин Наталья Погонина. Ну и вообще, в общем-то, сильный состав. Много гроссмейстеров, победителей ряда международных турниров. Так что будет очень интересно и прежде всего для шахматистов Якутии.
Якутская спортивная драма «Спидстар», вышедшая в прокат 27 марта, за первый уикенд предварительно заработала более 9 миллионов рублей, что отмечается в ЯИС фонда кино. Так, большая часть сборов традиционно пришлась на выходные 29 и 30 марта, когда кинолента собрала более 5 миллионов рублей. С учетом предпродаж общие сборы фильма составили свыше 9,7 миллионов рублей. Стоит отметить, что это не окончательные данные, так как информация об итогах проката за день может быть направлена на следующее утро, пока в Москве ночь. Тем не менее, киноленте удалось попасть в топ-20 релизов за уикенд по стране, заняв 13-ю строчку и обогнав «Роднину». На этом пока все. Хорошего дня и встретимся в эфире. 6 апреля в Якутске впервые состоится масштабная олимпиада по ментальной арифметике. Ожидается около 100 участников из разных уголков нашей республики. Это Алданский, Усть-Алданский, Мегдоканкаласский районы и школ города Якутска. На олимпиаде могут принять участие дети от 6 лет и старше, а также педагоги-тренера. Сегодня у нас в гостях руководитель аппарата молодежного правительства Республики Саха-Якутия, председатель Ассоциации тренер-педагогов по ментальной арифметике Республики Саха-Якутия СОУТ Айна Савинова. Айна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, как возникла идея проведения такой олимпиады? Мы уже сказали, что она впервые проводится, да? И в чем ее уникальность? Первая мысль про организацию такого мероприятия, такой олимпиады, прям именно республиканского, наверное, первая мысль пришла, когда мы выехали за пределы республики участвовать на олимпиаду в Москве. Это была международная олимпиада, которая проводила Всемирная ассоциация по ментальной арифметике профессионалов УАМАП. Вот тогда уже была первая мысль. Первая мечта, скажем, да. И потом в 2024 году, вот в прошлом году, мы поехали во Владивосток принять участие на Тихоокеанский кубок 2024. И оказывается, с республики там приняли участие 4 школы. Мы там познакомились между собой и вот решили объединиться и вот провести вот такого рода олимпиаду. Да? Вот в принципе, наверное, многие наши телезрители примерно представляют, да, как вот это все происходит. Это те самые детки, которые вот как-то в воздухе откуда-то хватают цифры и решают невероятные сложные задачи, да. Как давно вообще развивается ментальная арифметика у нас в республике, да? И вот мы уже раз выезжаем на какие-то региональные соревнования, значит, у нас хороший уровень. Выезжать на олимпиады за пределами республики мы начали с 2022 года. Ну, я по себе говорю, да? А ментальная арифметика развивается в республике, наверное, с 2015 года. Потому что, когда я пришла в ментальную арифметику, это было 2017 год, в декабре, тогда уже вся республика была охвачена вот частными школами. А сейчас уже работают и в государственных учреждениях, в школах, и в детских садах тоже. А есть ли вообще возрастные ограничения для старта изучения ментальной арифметики? Я свою вот магистерскую диссертацию защитила на тему развития математических способностей у детей 5-6 класса с помощью ментальной арифметики. Я тогда прочитала очень много научных работ на китайском языке, на английском языке, слава богу, переводчики есть. И там говорится с 5 до 16 лет. Возможно, в любой из этого промежуток, да. Всегда можно начать, да? Для нас даже просто пальцами делать, а цифры не получится. Давайте вернемся все-таки к олимпиаде конкурса. Как будет проходить конкурс быстрого счета и какие задания ожидаются для ребят? Мы максимально попытались сделать по технике, точнее по методике международных олимпиад. Задания точно так же будут. Каждый ребенок получает свой индивидуальный код, и по таким кодам будет работать уже по своим листочкам. У них будет 6 этапов. Первые 3 этапа будут решать на абакусе с таймером на 3 минуты. У них там буквально 40 примеров, и они должны решить как можно больше примеров. А последние 3 этапа они решают уже ментально. Там дается уже 1 минута на 40 примеров. То
То есть вы сказали, вы используете для начала вот этот абакус, да? Да. То есть для тех, кто не знает, это такого рода некие счеты, да? Счеты, ага. Это Там- вот как советские десятки, единицы в Да, магазинах, они да? похожи, похожи, но там у нас в советских в одном ряду 10 косточек. Да. А у нас вот в абакусе есть небесная косточка, которая отвечает за цифру 5. И нижние косточки, земные мы их называем, там по 4. Они определенное количество вот этих счетов, косточек, соединенные с планкой, да, они определяют какую-то цифру. Я уже запуталась, я пытаюсь понять, что вы говорите, но для меня это просто какой-то, знаете, космос. Как будто бы двигатель внутреннего сгорания проще понять. Ну, как бы неудивительно, что изучение вот именно ментальной арифметики, оно явно помимо счета тоже какие-то навыки развивает, Да. потому что это нужно тоже механизм понимания немножко и все такое. Ну а в чем вообще секрет методики ментальной арифметики? Как она вообще влияет на развитие интеллекта ребенка? Я всем говорю, своим родителям, да, которые приводят своего ребенка, что быстрый счет это у нас остается как побочный эффект. На самом деле при решении ментально у ребенка тренируется прям комплексно свой мозг. То есть получается мы работаем на счетах, учимся быстро решать на таких счетах, и потом вот этот счет мы убираем. Они уже в голове рисуют этот счет, и такие операции делают уже в голове. То есть у них работает и воображение, это правая сторона полушария, да, и вот левая сторона полушария, которая отвечает за аналитическую часть. Ага, таким образом, вот Да, нейронными связями, да, оба полушария. развиваются. Ага. Айна, ну спасибо большое вам за эту беседу, и мы тоже что-то новое для себя узнали. Да. Желаем вам хорошего дня, и, естественно, успехов с Олимпиадой. А вам, дорогие зрители, желаем, конечно же, сегодняшний день провести с улыбкой, придумайте хороших шуток для своих друзей и обязательно посмейтесь. Доброго утра и хорошего настроения.